Здравствуйте, уважаемые телезрители телеканала Абаза ТВ. В эфире беседа с бизнесменом Русланом Джоупо. Сегодня мы поговорим о судьбе абхазского бизнеса в условиях пандемии. Здравствуйте, Руслан. Начнем с того, как пандемия повлияла на ваш бизнес. Ну, прямо скажем, повлияло катастрофически, да? Такого провального лета не было. Осень тоже была провальная, но по сравнению с летом, да, нам всем казалось, что вот люди приехали, и, ну, конечно, что-то было, что-то заработалось, но вообще говоря, мы всегда замечаем, что люди, которые приехали, ну, как-то мы их невольно оцениваем по чекам, то есть по тому, что они берут, что они заказывают, какой чек выходит. И, к сожалению, видим, что приехавшие люди тоже испытывают значительные финансовые трудности. Не все, правда, да, но, скажем, по моим подсчетам, 3% могли себе, ну, позволять тратить деньги, остальные все были очень бюджетные. Про наших местных я почти не говорю, потому что мы знаем, что у наших местных людей денег нету, и они стараются есть дома. А мы стараемся сделать блюдо вкуснее, значит, получается, что мы можем совсем превратились в курортный город, и нас ожидает только 3 месяца работы. Что касается пандемии, мало того, что люди были испуганы, они совсем остались без денег. Самое плохое решение было, которое было со стороны властей, это с 15 мая разрешить открыть ресторан. Да? Рестораны, кафе, столовые. Значит, а границы при этом были закрыты. Вопрос в том, знала ли наша власть, что границы там раньше августа не откроются. И просто, чтобы сбить волну гнева, да, там, которая уже начиналась, сказали, ну хорошо, вот 15 мая открывайтесь. Закрыты были фактически там конец марта, апрель и май. Ну, люди вышли на работу, работы вообще нет, а зарплату надо им платить. В общем, это был, конечно, сильный удар по всем. Все обеднели очень сильно. То есть, одним словом, когда нет своей экономики, то я не знаю, что делать здесь с рестораном, кроме тех, которые занимаются свадьбами и похоронами. У меня друзья из Сочи живут, я их просил, они мне присылали видео, да, и во время пандемии, как в Сочи было. Там и сейчас полно людей, сейчас. Почему не едут в Абхазию? На этот вопрос можно долго и нудно отвечать. Мы все же должны признать, что мы курортная республика. И ничего в этом стыдного нет, потому что такие страны, как Испания, Израиль, Греция, они там более 30–40% за счет туризма получают. И я вот сейчас, когда езжу в Сочи, захожу в рестораны. Я не потому захожу в рестораны, что я только в ресторанах ем, а я шпионскую информацию, кто, как, сколько. Ну и иногда с людьми завожу разговор. В итоге они все очень боятся ехать в Абхазию. Почему? Вот когда в Турции взрывы делают, в Израиле взрывы, они не боятся, да? А в Абхазию боятся. Почему? Потому что есть имидж страны, в которой в Израиле, если кто-то что-то сделал, его находят обязательно, и за преступлением наказание есть. В Абхазии, они говорят, этого нету. Мое мнение такое, чтобы в Абхазию люди начали приезжать, первым долгом должно работать одно министерство хорошо, это МВД, да? Но вот вы говорите, что была ошибкой открывать рестораны в Абхазии при закрытых границах. Да. Что надо было делать? Надо было сказать честно. Почему? Потому что мы все знаем, да, что
местные люди в рестораны ходят только тогда, когда там свадьба и похороны, да? Или какие-нибудь дни рождения. Если знают люди, я имею в виду власти, что границы будут закрыты, да, не придут люди из России, значит, просто надо было честно сказать: ребята, до конца там июля никакой жизни не будет, справляйтесь. Мы закрылись, да, например, вот эти 2 месяца, когда было. Я людям сказал: ну, я постараюсь, конечно, если смогу, вам из своих денег не сразу, но выплатить зарплату эту, да, а так идите дома, ну, потому что вот требуют закрытия. А когда сказали открыто, мы все же думали, что, может быть, местные начнут ходить. И вот эти 2 месяца были самые провальные. Ну, практически где-то, мне лично это обошлось в 700 тысяч рублей, да, вот эти 2 месяца, которые, а люди приходили, они сидят, целый день работы нету, а в конце работы надо платить. Тем более, что люди, которые у нас работают, у всех дети есть. И что я могу сказать? Да? Я могу сказать: да, вот видите, работы нету, идите домой просто так. А они говорят: мы честно пришли, готовы все делать и так далее. То есть ужасное было время. Мы себя позиционируем как ресторан, так сказать, с претензией на высокую кухню. Да? Надо сказать, что репутация нашего заведения сильно пострадала за прошлые 2-3 года, но это было связано с внутренними причинами, с там, разборками акционеров, там не те директора были. Мне в итоге пришлось, как основному акционеру, значит, оставить свою семью в Москве, приехать сюда, и я сам стал здесь директором, сам стал здесь управлять, да, следить за кухней. И надо сказать, что я приглашал своих многих друзей, хороших рестораторов, и с ними консультировался. И мы кухню спасли, да. На это потребовалось много времени и денег, но сейчас, по крайней мере, те, кто приходят к нам, они все оценивают, что у нас стала очень хорошая, можно сказать, даже замечательная кухня. Хотя, как и любая кухня, иногда бывают там какие-то ошибки, да. Но когда начинаем глубоко анализировать, эти ошибки нас приводят к электричеству, да. Почему? Потому что там, допустим, делается какой-то особый пирог, да, или там сладость какая-то. Вдруг раз свет отключили, а он стоит в пароконвектомате, да. Значит, свет отключили, что делать? А у него технология, да, что там 12 минут или 10 минут то-то. Потом раз, ну что, его надо выкинуть. Мы выкидываем. В общем, в таких условиях работать очень сложно, да? Почему? Потому что представьте, что вы операцию делаете, и вдруг свет отключили, да? Ты говоришь: ну да, ты еще полежи, а мы пойдем покурим, пока свет дадут. Для этого генераторы есть. У нас все ими оснастили свои производства. Генератор, который нам требуется, да, он очень дорогой просто, да? Вот, и... К сожалению, у меня 2 генератора было, они оба сгорели, да? Они оба сгорели по, опять-таки, причине. Все оборудование у нас горит. Вот с месяца тому назад у нас там чуть пожар не случился, и благодаря автоматам, вот этим защитным, которые тоже очень дорогие, да? Ну, в общем, оборудование спаслось, да, какое-то. А какое-то вот до сих пор мы не можем некоторые холодильники включить. Господь нам дал столько возможностей, прежде всего дал землю, да. Я уже а почему мы так бедно живем? Я уже не говорю о том, что я совсем последние 5-6 лет, вот я лично, хоть я, как говорится, патриот, да, своей родины, я на рынке огурцы и помидоры не покупаю, да. Арбузы и дыни я уже 5 лет не покупаю. Почему? Потому что у меня есть приборы, которыми я замеряю. Я прихожу в ужас просто, да, от того, насколько наши продукты, да, хуже краснодарских. Я помню, в Москве раньше, да, ну, вообще не было нормальных продуктов.
А в Абхазии были, да. Вообще это, я говорю, лет 8-10 назад. Сейчас в Москве есть магазины, в которых вы можете прийти и хорошие продукты купить. Потому что там продуктами занимаются крупные агрохолдинги, их можно контролировать и так далее. А как здесь контролировать? Здесь абсолютно любой помидор возьми, и у него в 2 раза превышение нормы. А чего у нас онкология? Почему молодые так часто заболевают? Потому что едят отраву. Небось, в свой автомобиль они не будут плохой бензин заливать, а в свой организм все это. И понимаете как? Я могу определить, например, химии много или нет. А как определить, ГМО-продукт или какие-нибудь гормоны роста там есть? Я уже не могу. Я не могу сейчас все бросить в своей жизни и заняться только тем, что я слежу за своим там желудком, да, или за своих детей. Это проблема государственная, да? Значит, контроль на рынке должен быть, должен быть. Вот принес крестьянин, да, там, кто его проверяет? А он принес такую отраву, да, что его надо тут же взять и казнить, этого крестьянина. Но опять-таки проблема в том, что он бросил селитру один раз, он убил определенные бактерии в почве, все, теперь он как на иглу сел, да? Сам он это не сделает. Значит, по законам природы 5-6 лет надо, чтобы почва сама вернулась в исходное состояние. А так он будет арбуз, а у него вот такой арбуз будет расти, потому что он уже без селитры уже не может. Он не справится, тоже государственная программа нужна. И я вот спрашиваю всех нас, а где наше государство? Мы все говорим, государство на нас плевать хотело, да? А вот когда время налоги платить, государство про каждого из нас очень хорошо вспоминает и приходит, и, значит, что такое государство, Марьяна? Это мы придумали для того, чтобы нам так было легче, да? Корни этого уходят в прошлое, да? Решили, ты будешь пастух, ты будешь землю обрабатывать, ты будешь там охотником и так далее, а ты будешь вождь, да? А сейчас я не знаю, но я не... Что касается, как бы властей наших, к сожалению, я не персонализирую никого, но вот с послевоенных лет прошло 28 лет. А основная задача государства, с моей точки зрения, сделать 3 вещи. Первое, чтобы у нас всегда было электричество, чтобы вода была, и третье, чтобы можно было ходить без оружия по улице. Ну, если без оружия, условно, предположим, мы ходить сможем, да, а где вода, где электричество? Ну, неужели это такая... У меня в деревне, я имею в виду в деревне под Угличем, где там дача, там вообще люди из речки пьют воду и сейчас, да? Я достаточно спокойно все организовал, у меня там круглосуточная вода, там туалет организовал, все по науке сделано, и все на это, за все про все у меня там 1,5 года ушло. Просто я там дом хороший построил, и моим детям там нравится. Неужели это такая проблема здесь? Мы не можем наладить подачу воды 28 лет. И знаете, как стыдно мне, например, вот у меня гости, да, и воды нету. Я знаю, что как это делается. Я поставил бак, там, у меня там все хорошо, но я автономно могу 4 дня жить. На 5-й день все, хана. И мне стыдно, мне все время стыдно. Приедут гости, у меня есть такая поговорка. Значит, если я говорю своим друзьям в Москве, Абхазия, да, климат 5 звездочек, да, люди 4 звездочки, сервис 0 звездочек, добро пожаловать в Абхазию. Но, говорю я при этом, если я буду там, и вы будете... и я смогу с вами вместе быть, я вам обещаю везде 5 звездочек, да?
Но, как видите, не получается полностью сделать 5 звездочек. Потому что я знаю, что был один американский писатель, который говорил, что мы свою родину любим, конечно, говорит, но красоты ее замечаем только тогда, когда или долго отсутствовали на родине, или когда мы ее показываем своим гостям, да, или гостям. Это действительно эффект очень работает сильно, так как мои друзья очень любят Абхазию, приезжают, и я все время, как бы, это я имею в виду, разные люди приезжают, я показываю им Абхазию, и всякий раз, конечно, это очень красиво, но и очень стыдно, да, за туалеты общественные, там, за поведение каких-то, ну, я уже не говорю про Рицу, там, и это вообще, на Рице я себе дал слово, что вот я его уже с 2007 года держу, я не ем там ничего. А если я с гостями еду, потому что там ужас и позор просто, да, что там, чем кормят людей. Я уже не говорю о том, что чем кормят людей, которые вот однодневщики, да, заезжают, и что там происходит вообще, как им, какое впаривают им вино, мед там под видом. Ну как можно? Это где государство? Если я приду, этих крестьян бедных гонять буду там, да? Ответ на вопрос, кто виноват, мы нашли. Государство, по-вашему. А что делать? Государство – это мы. А понимаете, как, к сожалению, да, я свою вину тоже чувствую. Хотя я никогда не работал на государственной службе, и мой хороший друг, покойный вот Владислав Григорьевич Арц, он меня, вот, честно, 3 раза приглашал. Я отказывался, да, я говорил, нет, я не могу, у меня нет такого темперамента, я слишком хорошо знаю людей, там, философию и так далее. Я другого типа человек, не общественный, не публичный. Могу даже сказать, даже по простому примеру, почти все интервью, да, которые делалось Искандером за 30 лет, я всегда рядом был, да, и ни разу в камеру не влез. Да. Ну, это у меня позиция такая. Вот. Ну, сейчас просто крик моей души, да, почему? Потому что я чувствую ответственность за людей, и работы нет, того нет, они на меня смотрят и говорят, вот пока ты с нами, мы спокойны, да? Почему? Потому что любая атмосфера в любом коллективе – это очень сложная вещь, и мы знаем, что ресторан, театр, не знаю, научно-исследовательский институт – это командная работа. Вот если я писатель, я сел, я один, да, там что-то делаю. А здесь самое главное, атмосферу сделать надо, да. Вот это самое сложное, потому что если еще людям и не платить зарплату, да, пусть даже денег нет, да, тогда, значит, все наши блинчики будут невкусными. У меня был один пример, очень близкие друзья, я очень любил у них кушать, жена и муж. А потом я вдруг стал замечать, что еда стала невкусная. Я думаю, как так, почему так? 2-й раз, 3-й раз прихожу, борщ невкусный, и мамалыга невкусная, и то, и то. Они потом развелись. Оказывается, вот когда любовь пропала, да, и, значит, жена стала делать невкусные вещи. Понимаете, это, если в ресторане невкусно, да, значит, я понял одну важную вещь. Если хозяин не участвует в жизни ресторана, туда ходить нельзя. И это абсолютная аксиома. Если вы домой приходите к кому-то, и еда невкусная, или торт не получился, знайте, что там любви нету. Поэтому любви в Абхазии, к сожалению, сейчас очень мало. Да? Нас искусственно
нашу элиту купили, разделили там на хаджимбистов, там браниавистов, багапшистов, анквабистов и разводят как лохов. Очень удачно разводят, да? Потому что кто бы ни пришел, что бы они ни делали, ни у кого ничего не получается, да? Значит, когда-то мы имели ядро в лице Народного фронта Айтгылара, да, в котором я активно принимал участие, и мы смогли выстроить такую политику, которая привела к тому, что нас признали, да? А что для нас признание? Для меня признание, я помню, когда признание пришло Абхазии, я в Москве был, я вернулся домой, взял своего там 3-летнего сына, значит, открыл бутылку шампанского, пил и говорил: слава Богу, ты не умрешь на войне этой, да? И я оплакивал своих друзей, там, от Гуры и Налыпа, и Мушни, там, Хварцкие и так далее. Вот. Я 3 людям я позвонил Фазилю, сказал: твоя большая заслуга в этом. Станиславу позвонил, Лакоба и Алёше Гогу, да? Алёша Гогу — человек, который провел очень огромную работу, да, вот по Айтгылара в начале, когда своим авторитетом и интеллектом и так далее. Эти люди сделали самое главное, да, нас признали. Для меня признание — это не значит, что я там воровать буду деньги, да, и тем самым предам своих покойных друзей, и не только друзей, но и братьев, да, моих. А кто-то использует это совершенно для другого, да, кто-то майнингом занимается, да, и знает, что он подрывает основы государства. Ну вот, и потом эти люди в политике, да. Видимо, они не знают, что они подрывают. Они, потому что, ну, мне очень трудно понять. Марьяна, я фабрику построил, да, у меня с Багапшем была договоренность, что он сказал: все заказы Абхазии, потому что, ну, все будут твои. И я 10 лет после этого заказов не имел, потому что все требовали откат. А я вам даю, вот клянусь прахом своих родителей, я ни одного отката здесь никому не дал. И поэтому ни одного государственного заказа не имел, пока вот Габни Виталий, да, не сделал один заказ за 13 лет. Это при том, что я почти там $500 000 там купил, вложил в эту фабрику и так далее. Там стояло хорошее оборудование, но все нас обходили как прокаженных. Почему? Ну, нет, с ними дело иметь нельзя, они откаты не дают. Значит, мою Абхазию кто-то захватил, какие-то пришельцы. Раньше мы говорили, что это грузины, да, мы зло видели в грузинах. Сейчас мою Абхазию захватил кто-то и что-то с ней делает, да? Кто эти люди? Откуда они взялись? Это наши родные братья, сестры, которые, не знаю, что с ними происходит, которые думают только о себе. Что в мире происходит? Посмотрите, весь мир чокнулся из-за собственности. И вот у них в душе настолько пусто, что они, вот я имею, и тогда он только счастлив. Если у него золотой унитаз есть, он считает, что он счастливый. Но это же глупость очевидная. Мы были всегда страна души. Всегда страна души. Сейчас мы не страна души. Сейчас мы страна второсортного тельца золотого, да? Даже второсортного? Потому что, я не знаю, вот, я когда ремонт делал, да, я даже гвоздики и шурупы из России привозил, потому что здесь все, что продают, да, все второсортное. Когда-то один писатель, такой был Нагибин Юрий, он сказал: я в своей жизни построю забор из денег. Да? Это мне Белла Ахмадуллина рассказывала, да? Забор из денег, и тогда я смогу быть счастлив. Ну, наверное, есть какие-то люди в Абхазии, которые могут забор из денег выстроить, но факт остается фактом, что мы живем на золотой земле, и все нищие, все. Это ужасно. Почему? Потому что современная жизнь такая, что
За интернет надо платить, там электричество надо. Ну, то есть, если раньше крестьянин мог свое ремесло, там, корзины, плиту передать, да, вот смотри, днем и я корзину плиту, и ты научишься, и потом будешь этим зарабатывать. То сейчас мир изменился для того, чтобы твой ребенок был образованный, значит, интернет надо, репетиторы надо, какие-то там книжки, что-то надо делать и покупать, деньги надо. А что делать? Как быть? Я знаю одно, что вот когда мы стали государством, да, я всегда пристегиваюсь, да, теперь. Ну, бывает, там пару раз было, я по дороге ездил, сплошную пересекал, меня останавливали, я штраф платил. С себя начал, да. Я считаю, что человек должен прежде всего не с других спрашивать. Но это вот классические примеры. Я помню, что вот он почему делает, а мне нельзя, а я вот мне нельзя, я этого не делаю, да. Такого уровня сознательности у нас трудно достичь, особенно глядя на майнинг, да, вот сейчас его запрещают, но при этом в интернете можно найти объявления, где кто-то прокупает и продает вот эти вот устройства для для добычи криптовалюты. То есть это показывает то, что осознанности у нас таковой нет. Знаете, есть много разных, ну, так сказать, я могу вам сказать, есть замечательный человек Рудик Хагуш, да. Он был при Арзенбе вот главой всех госдач. И я помню, когда лет 10-12 назад Фазиль приезжал, и нет, это еще, по-моему, раньше было, Владислав поручил Рудику Хагуш, мол, следи за питанием Искандера. И Рудик очень там рыбу ему приносил, там котлеты делал, потому что там Фазиль очень любил мясо копченое, но оно жесткое для уже пожилого человека. И я помню, он один раз привел нас в свой корпус, где он директором был, в Пицунде. И там, значит, портреты погибших, среди которых его сын там. И он вдруг говорит Рудик, а мы втроем стали, Рудик, Искандер и я. Значит, и он говорит, когда время проходит, мне платить налоги, говорит, на государство. У меня первая мысль, вот, говорит, государство. А потом я, говорит, смотрю, а за что мой сын погиб? Мой сын погиб, говорит, за то, что было государство. И я, говорит, плачу, что вот мне жалко сына. Потом так говорит, мне жалко деньги, но я иду и все до копейки плачу. Видите, эта история вообще потрясающая, и она Фазиля потрясла очень. Он, это, значит, неважно, через что тебя проймет, да, но у каждого из нас есть потери в этой войне. У кого близкий друг, у кого близкий родственник. Я думаю, что, наверное, вот через такие вещи как-то сознание просыпается. Это первое, да, вот что я хотел сказать. Рудику здоровья, замечательный человек. А вторая, если раньше Россия давала деньги, все очень благополучно воровали. А сейчас воровать нечего. Вот давай майнинг, потому что это единственный вариант заработать. У крестьян иди отними мандарины, да? Никто свои мандарины не отдаст. А что еще в Абхазии? Воровать нечего. Вот, значит, майнингом. Будем... Очень многие из моих собеседников говорят, что все изменилось в 2008 году. То есть до 2008 года мы жили бедно, но дружно. Наступил 2008 год, признание, инвестпрограмма, и вот тогда начались проблемы. Как вы считаете? Так и есть? Я думаю, что у нас проблемы гораздо раньше, да, начались. Потому что у нас единственный человек, который имел 100% кредит доверия, это был Владислав Арзенбе, да. Даже когда он болел, даже когда не он уже, так сказать, отдавал команды и так далее, но все равно вот кредит к нему был 100% и неисчерпаемый, да. Когда был Багапш, уже такого кредита доверия не было. Уже, так сказать, вот это очарование властью прошло,
И потом все, вот чем дальше, тем уровень профессионализма наших властей становился все ниже и ниже. Я вспоминаю, когда вот у меня племянница, моя Яна Турцева, она училась в институте в Москве, и она у меня жила, естественно. И очень часто ее друзья приходили, ребята, да, молодые. И я смотрел на них, и они все вот такие идеи говорили. Если мы в Абхазию вернемся по одному, нас всех коррумпируют. Они все об этом говорили. Нам надо как кулак. Я даже помню, как один молодой парень говорил, вот Чубайса команда из Питера приехала, говорит, и, значит, и как кулак. И, в общем, она и сейчас достаточно крепко стоит, да? Вот, кстати, вот так и нам надо в Абхазию вернуться одним кулаком. А с другой стороны, пожалуйста, власть все время жалуется, что не платят за электричество. Вот пример я тоже приведу с Чубайсом. Когда в России, да, РАО ЭС, Чубайс, да, возглавил, никто не платил, никто, никакие организации. Чубайс сделал такую вещь, за которую, наверное, все думали, что его расстреляют. Он ракетные войска стратегического назначения, то есть это главная защита России, он у них отключил электричество за неуплату. И все думали, что ну все, хана ему, значит, сейчас его, правда, тогда Ельцин был еще, да, что сейчас его казнят. Ничего подобного, он всех заставил платить. И, слава богу, ситуация в России с электричеством выпрямилась, да. Правда, в Москве все равно чудовищная цена. Вот, там, вот, я в Москве 5 рублей 50 копеек за киловатт плачу в квартире, да. Это в среднем там по 15 тысяч рублей в месяц выходит. Вот. А наша власть не может заставить людей заплатить. Обнулят нас, чтобы приватизировать энергетику. А тогда уж нам точно 3 рубля 50 копеек заставят платить. И что? В истории Абхазии как-то были моменты, когда элита вела себя неправильно, и мы теряли государственность. Это было где-то и там в 8-9 веке, и попозже. Если наша элита, я не имею в виду эту власть нынешнюю, да, почему? Потому что я вообще никакую власть не люблю, хотя эта власть, когда пришла, и я совсем расстроился, но потом, когда они стали уже кого министром там сделали, кого главой администрации, я поймал себя на мысли, что мне нравится, что они делают, да, и я, слава богу, сказал я, что я не, как бы, не тенденциозно смотрю на нее, а мне один там человек сказал, а что ты хочешь, говорит, если денег нету, надо хорошего человека ставить, да, так сказать, не обязательно профессионала, и тогда люди, а у нас же очень ценят, о, он из моей деревни, или я могу к нему позвонить, я могу к нему зайти. Но, в общем, все это, конечно, не является признаками хорошего государства, тем более, что есть люди, да, и профессиональные люди, но, к сожалению, они все отсюда сбегают, да, сбегают в Россию. В России свои, так сказать, интеллектуалы тоже сбегают из России. Это очень грустная картина, но, значит, у нас самый главный ресурс наш – это люди, да. И если, наконец-то, мы, ну, как это сказать, если, наконец, власть проявит себя в правильном смысле, а не так, как сначала там… Но на людей смотрят обычно как на ресурс, когда нужно свергать кого-то, устраивать перевороты. А в другом ракурсе, по-моему, людей не рассматривают у нас. Я помню, что наших интеллектуалов абхазских очень обижало, что мы как банановая республика свергли одного, потом другого. Но, а мы и есть самая настоящая банановая республика, да? Почему? Потому что культура быта в Абхазии практически исчезла, да? Культура быта, культура духа еще осталась,
но одно с другим очень сильно взаимосвязано, да. И если, наконец, мы не поймем, да, в чем наша основная сила, да, я почему говорю, вот мой гость, которому я дал книгу, Мурата Ягана, он, ну, оторваться от нее не может, а среди Абхазии очень мало людей ее прочитали. Это вообще великая книга, великая философия, и она очень подходит как бы нашему и темпераменту. Я помню, еще года 3 назад, как-то в одной беседе я говорил, что у нас 2 столпа, Искандер и Яган, да, так сказать. Вот, и надо попытаться вот что-то в этом плане строить. Но не знаю я. В общем, как-то пока что самое главное, как Маркс говорил, что для того, чтобы человек думал о таких вещах, ему надо сначала крышу над головой иметь, желудок полный и так далее. И вот, значит, власти, дайте нам электричество и воду, а коммунизм, капитализм мы построим сами. Как вы собираетесь выживать? Вот что вы будете делать все-таки? Мы очень сильно сократились в количестве людей. То есть у нас сейчас 2 повара, да, и ну, просто 3 поваров уже не можем держать. А иногда бывает целый день пусто, а вот как придут люди, да, значит, и не успевают. Ну, мы говорим, а что вы, все нормально. Ну, я тоже там и где-нибудь в Италии или в хороший ресторан заходишь, тоже можешь долго ждать, да, это нормально. Потом, значит, каждую неделю у нас в понедельник собрание, закрываемся или нет. Это очень нервное состояние. Ну, мне немножко стыдно говорить, потому что я там, прямо скажем, обеспеченный человек, да, но, с другой стороны, что за бизнес, который 5 лет я не имею ни рубля прибыли? 5 лет. Зачем мне такой бизнес? Спрашивается, да? Но пока вот благодаря тому, что я верю в то, что удастся все же. Ну, что касается пандемии, я вас уверяю, что это история на 10 лет и так далее, да? Почему? Потому что сдувают экономику в мире. Как Анатолий Отербо правильно говорит, и все эти майнинги, криптовалюта, это все, чтобы абсорбцию сделать. То есть в мире выпущено огромное количество бумажных денег, не обеспеченных ничем. И вот, а что, 1 биткоин стоит там сейчас $20 000, да? Хозяева денег знают, что делают. Мы, что, собственно говоря, я думаю, что если этим летом, до лета я вытяну своими, да, ресурсами. Если этим летом уже опять будет что-то, значит, я закрою ресторан или продам его, или вообще брошу. У меня бывало так, потому что я те усилия, которые за годы и 4 месяца прикладывал здесь, я в Москве бы хорошо бы заработал, да, а тут наоборот, только туда. А мне хочется уже только, Марьяна, я за последний год 3 книги прочитал только. А я человек очень читающий, да, и когда-то Алеша Гогу меня назвал самым образованным абхазом. Это мне тогда было 25 лет или 26. С тех пор я вынужден поддерживать этот имидж. И читаю, но за последний год 3 книги только прочитал, и то по поварским делам, там, ну, изучал, да. А мне как-то не хочется бросать внутреннюю работу, потому что это самое главное. Но вы чего-то ждете от государства? Мы уже выяснили, что это государство во всем виновато. Какие-то действия, какие-то уступки бизнесу, какие-то конкретные шаги для улучшения климата, бизнес-климата в Абхазии? Ну, вот даже во времена вот этих апреля-мая там никаких налогов снижения не было, да, но вот то, что аренды снизили, уже хорошо. Это вот для нас хорошо. Может быть, каким-то другим организациям, да, которые занимаются, да, но все равно государство не должно делать вид, что вот трудности сами справляетесь.
у него рычагов достаточно для того, чтобы действительно индивидуально помочь, да, каким-то отраслям. И в данном случае, ну, я не знаю, я как-то не привык на государство рассчитывать, да, вот, и никогда не считал государство партнером. Наоборот, для меня государство всегда было как-то, я от нее как в детстве от милиции прятался там и так далее, да. Но сейчас я вижу, что государство, да, вот если персонально говорить, там мои друзья есть, там дети моих друзей, да. Казалось бы, вроде к ним домой придешь, они тебя обласкают, лучше не придумаешь. А вот через вот такую связь какая-то враждебность есть. Я очень редко с ним сталкиваюсь. В идеале это хорошо, потому что, ну, мы привыкли, что встречи с государством всегда не очень приятные, да, так скажем. В основном это прокуратура, МВД и медицинское обслуживание, да, так как у нас все это в очень странном положении находится. Но я просто очень желаю, чтобы государство, там есть профессиональные ребята, есть, да, но они как-то, порядочный человек, если там плохими делами занимаются, он им не нужен, да. И я это знал еще со времен, вот, когда мне Владислав говорил, я знал, что такое государство, их возможности, поэтому и не особенно шел туда, да, так сказать. И сейчас, ну, я не знаю, сейчас там достаточно много хороших ребят, но пока их не видно, не слышно. К сожалению, пока я не могу сказать, что я ощущаю, что у нас есть государство. Номинально на бумаге есть. А вот реально в делах дайте нам электричество, дайте нам воду, а мы построим хорошее государство. Спасибо. Спасибо, Руслан, за беседу. Спасибо.